В эту субботу, 25 октября, в Доме культуры Камрата состоится премьера спектакля, который представит Гагаузский национальный театр имени Диониса Танасогла. Авторский моноспектакль от актрисы и художественного руководителя Гагаузского театра Натальи Палладий. Наталья, сегодня этим утром в нашей студии, конечно, будет же приглашение и небольшое, скажем так, представление спектакля, который мы сможем с вами увидеть в эти выходные. Наталья, доброе утро. Доброе утро вам. Настроение? Доброе утро. Отличное. Солнечное? Оно легкое. Легкое. Спектакль «Жизнь поэтов. Жизнь в любви» в 2025 году стал лауреатом Международного театрального фестиваля малых форм «Молдфест». Да. Публике данный проект впервые будет представлен у нас в Гагаузии, в нашем регионе. Это будет премьера. Расскажите, пожалуйста, как родилась вообще идея создания этого авторского моноспектакля? Все мы помним ковидные времена, когда не только все остальные люди, но актеры в том числе были подвержены такой неприятной вещи, как отсутствие работы. Да? То есть съемки, если и были, то намного реже, естественно, невозможно было работать на площадке. Но я умудрилась улететь в Италию к друзьям все-таки, и там они меня надоумили придумать какой-нибудь такой монопроект. Стихи почитать. А поскольку в Италии очень любят русскую литературу, то была идея именно Серебряного века, именно Серебряный век взять в обработку спектакля. И у меня родилось тогда, знаете, как даже, я бы так сказала, не спектакль, а родился творческий вечер по Серебряному веку. 28 поэтов у меня было. То есть то, что вот эти 13 образов, это мы отобрали с Димой Ахмадиевым, режиссером этого спектакля. А так там было 28 поэтов. И я приехала в Италию, сделала этот проект, было все хорошо. Но я же актриса. И я понимаю, что мне вот читать просто стихи, даже если я что-то там рассказываю из их биографии, этого маловато. И в 23-м году я приехала к Диме Ахмадиеву. Он не только режиссер театра Тираспольского, он еще мой друг и мой однокурсник. И мы с ним сели и подумали, что бы нам придумать этакого. Я говорю: Дим, хочу актерский. Прямо актерскую работу хочу, актерский вариант. И он говорит: давай. И мы за 3 недели создали вот эту вот уникальную историю. Я ее безумно полюбила. Я для себя открыла, сразу признаюсь, Мандельштама, потому что, несмотря на то, что я его знаю давно, да, ну, как человек, который все-таки читает литературу, но я его никогда не любила и не понимала. А зачем его взяла? Ну, потому что люди хотят слышать. Сложные стихи, но их хотят слышать. Ладно, окей. И вот именно благодаря Диме я полюбила Мандельштама. Это удивительная вещь. Когда я привезла этот спектакль в Кишинев на Молдфест, я убедилась в том, что вот эта идея, которая когда-то зародилась и переросла в моноспектакль, была именно туда. И правильно, что она родилась, вот эта вот мысль. Как восприняла зрительская аудитория спектакль на фестивале? Были ли отзывы? Что-то особенное, может, запомнилось? Ну, начнем с того, что я получила массу комплиментов в первую очередь от председателя жюри, которая впоследствии подарила мне еще одну свою пьесу, плюс подарила нашему театру пьесу. Мало того, она меня пригласила на следующий год в Гамбург на фестиваль моноспектаклей с этим спектаклем, плюс еще в Белгород, плюс у меня еще в Казахстане теперь на следующий год будет возможность поехать с этим спектаклем. Это все благодаря председателю комиссии. Это первое. Второе, конечно, отзывы зрителей были потрясающие. Меня, я не знаю, сколько там минут я стояла, просто не отпускали, подходили фотографироваться, говорить какие-то слова, очень приятно, мне было это очень приятно, действительно. Ну и, конечно, самое было неожиданным, когда появилось 2 рассказа по мотивам моего моноспектакля. То есть после просмотра его одна из зрителей написала 2 рассказа. И я, когда их прочла, мне показалось, она очень точно почувствовала энергетику именно актрисы. Не образов, которые там бегали как фурии, а именно актерская вот эта жизнь, вот это нутро, которое ты
включаешь каждый божий раз, когда ты переключаешься между образами, потому что я же в первую очередь человек, да, женщина, у меня есть какие-то свои эмоции, чувства, которые я подкладываю, когда я играю, да, для людей. Не, я не играю, я живу на самом деле. Каждый этот образ я проживаю на 100%. Поэтому, да, вот такие вот интересные были моменты у меня. Значит, вы дотронулись до сердец публики, если смогли передать ваши чувства и каждый образ, который вы представляли на сцене. Да, я каждый раз всегда этого боюсь. Почему? Потому что я, как вам сказать, я актриса, которая очень любит эмоционировать, очень любит людей переключать от смеха в слезы и обратно, и этот спектакль именно такой. То есть вот когда зритель придет и посмотрит, он со мной будет, посмотрит этот спектакль, он со мной будет просто на качелях. То от веселого к смешному, потом грустному к слезам и обратно в смешное. И мне очень нравится эмоционировать, еще раз повторюсь, и мне нравится, когда зритель после спектакля понимает, что ему еще хочется, а это, наверное, самое дорогое. Наверное, дотронулась, потому что слышала, а будет вторая часть, а будет еще. Наверное, дотронулась. Это же тяжело переключаться от одного образа к другому образу и все это проживать и все это доносить до зрителя. Это уже как вам удается? А это уже актерское мастерство. Это, вы знаете, если бы я это делала прямо... Есть такое понятие, когда актер включается настолько в роль, что по нему, простите, плачет психушка. Это очень плохое состояние для актера, это не профессионализм. Тут, естественно, я отдаюсь на 100%, но я всегда чуть-чуть со стороны себя вижу, а это как раз актерское мастерство. То есть, когда ты действительно выкладываешься, абсолютно искренен, но ты видишь, ты понимаешь, где ты, ну давайте так, не туда встал, не то сделал, не то слово сказал. Я все это вижу, чувствую, и это и есть вот эта практика, да, рабочая такая актерская практика. Она мне помогает не сойти с ума, она мне помогает переключаться между образами. Ну и плюс Господь Бог и мои родители, которые дали вот, я не знаю, мне вот по природе, видимо, дано так вот эмоционировать, очень легко переключаться. Мне, кстати, когда я в Москве работала, снималась, именно брали чаще всего кастинг-директора из-за вот этой вот особенности актерской, потому что сейчас актеры мало умеют плакать, к сожалению. Не умеют ни посмеяться правильно, ни заплакать правильно. Это, может быть, звучит немножко странно, да, правильно посмеяться и правильно заплакать. На самом деле нужно знать, на что нажимать и как с этим работать, потому что если ты будешь это делать, еще раз повторюсь, это искренне, но ты знаешь, на что нажать так, чтобы не сойти с ума. Наталья, на самом деле вы такая же эмоциональная в жизни, как и на сцене, да? Да, живой человек. Это тоже помогает, наверное, Очень да? помогает. И я говорю, это в первую очередь природа, актерская природа, родительская, актерская. Это родительская природа и плюс актерские какие-то вот навыки, которым меня обучили, да. Чем этот проект отличается от предыдущих ваших проектов, либо театрализованных постановок, в которых вы участвовали? Ну, моноспектакль – это вообще сложно. Пробыть на сцене, в данном случае у меня от 47 до 53 минут, в зависимости от моего темпоритма и от моих эмоций, когда мне нужно иногда чуть-чуть выдохнуть и пойти дальше, вот это время находиться на сцене и перескакивать, как на фестивале мне одна из членов жюри назвала «фурия, бегающая по сцене». Вот это вот я бы как раз в этом контексте. Так вот, когда ты вот это все воспроизводишь, переживаешь, то, конечно, этим он отличается от других спектаклей, потому что в других спектаклях у тебя есть возможность немножечко выдохнуть, помолчать, посидеть, да, у тебя есть возможность понаблюдать за своим партнером на сцене или партнерами по сцене, или если у тебя там этюдная какая-то часть, то ты можешь помолчать, опять вспомнить что-то там, что дальше следует. Здесь нет времени, здесь ты просто все время в режиме нон-стоп. Но мне это и нравится. Я, на самом деле, о моноспектакле мечтала очень давно, только я хотела другой поставить спектакль, не думала, что будет именно вот эта история. Но я нисколько не жалею, потому что здесь я полностью воплотила все, ну, может быть, за исключением танцев. Но они мне не нужны, потому что я достаточно пластично здесь передвигаюсь, и мне кажется, этого достаточно. Но я поющая актриса, поэтому я здесь и читаю стихи, и как актриса говорю какие-то прозаические моменты, тексты, и плюс я еще и пою. Поэтому вот это... и плюс еще моя песня. Ой, боже мой, мне так стыдно на себе говорить, ну ладно.
А еще и в конце моя песня звучит. То есть вот Авторская. как бы все авторское, да. Поэтому вот все вместе. Ну, вы меня засмущали. Я, если честно, не очень люблю говорить о себе. Мне всегда это немножко... Но вы главная, туда. единственная героиня в этом Да. моноспектакле. Да. Да. Удержать все-таки публику в течение 50 минут Это очень сложно. одной, это очень сложно. сложно. Именно вот эти смены образов, эмоций, чтение стихотворений, исполнение песен, это все на самом деле, все лежит на вас. Да. Так как вы автор, вы Да, исполнитель. да. Вы главный актер. Ну, конечно, еще свет и звук должны мне помогать, потому что без них тоже. Хотя я справлюсь. Нет, я шучу, конечно. Это тоже часть команды. И свет, и звук, ребята, которые работают со мной, они очень точно со мной работают. Они чувствуют, где свет нужно приглушить, где его дать больше. Музыка со мной в унисон работает. Это тоже очень важно. Музыку всю тоже подбирала я, потому что, мне кажется, когда ты создаешь свой спектакль, именно вот как авторский, ты максимально его прочувствуешь до конца и в музыке в том числе. Авторский моноспектакль «Жизнь поэтов. Жизнь любви». В нем вы обращаетесь к русским поэтам Серебряного века. Да. К каким авторам обращаетесь и почему именно к ним? Я уже говорила в начале, у меня было 28 стихотворений, то есть 28 авторов. Мы выбрали Ахматову. Ахматова – это автор, который меня вообще в 13 лет первый раз вывел на сцену в качестве чтицы. Я стала лауреатом, тогда еще я в Латвии жила, и это стало в моей голове как маленькой ступенькой, что ага, у меня что-то получается, я могу пойти. Я читала «Синие своды костела». Цветаева, потому что монолог Цветаева – это была моя мечта спеть. Не читать, а именно спеть, и я его сделала. Все знают популярную песню Пугачевой «Монолог», вот это как раз та самая песня. Мандельштам, повторюсь, Блок, господи, сейчас в голове все, Пастернак, Игорь Северянин, Даниил Хармс, Маяковский, Вертинский, пою песню Вертинского «Ваши пальцы пахнут ладаном». Вот. И кого-то еще забыла. Бальмонт, конечно же, как же без Бальмонта. Вот. По-моему, я всех назвала то, что у меня будет. И еще будет стихотворение Гумилева, несмотря на то, что я его не озвучивала, он вместе с Ахматовой будет звучать. По-моему, я всех назвала. А так у меня еще куча там всяких. У меня был Есенин, кого у меня только не было. Вы представляете? У меня есть шанс вторую часть сделать. Слушайте, вы меня сейчас надоумили. Да. Ну, в разговоре рождаются идеи, да? Да. С вашей точки зрения, с вашей интерпретации, вот что объединяет все-таки этих поэтов? Любовь. Это любовь. Любовь. Это история, трагедия, вдохновение, только лишь любовь. Вы знаете, история у всех разная. Я как раз рассказываю про каждого из них какие-то небольшие байки, истории, такие зарисовочки, они все разные, но любовь везде сквозит. И даже, казалось бы, когда я про Маяковского начинаю рассказывать истории, вообще ни слова нет о любви. Но его стихотворение вошло ты резкое, как нате. Все, там любовь. Вертинский, казалось бы, ваши пальцы пахнут ладаном. Но если кто знает, это стихотворение посвящено актрисе Вере Холодной. Это любовь. Там все пронизано любовью. Даже любовь к Богу через Александра Блока. Поэтому там везде любовь. То есть вы намеренно в мир любви окунете всю аудиторию? Да, потому что я верю в то, что миром правит не красота, а любовь. Любовь не только мужчины и женщины, любовь к себе, любовь к близким, любовь в мире наших коллег, друзей, животных, любовь даже, которую невозможно потрогать, и она не всегда касается и именно человеческой, она бывает разной. И это, наверное, самое важное. А красота – это… Кстати, про красоту там тоже будет стихотворение. То есть о прекрасном. Да. Наталья, какие темы в их поэзии, поэтов Серебряного века, вы как человек сами для себя определили, ближе к вам? Какие темы? Ох, Только ли любовь? Вот это сложный вопрос, знаете, потому что я, когда стихи-то выбирала, я выбирала по своему нутру.
А я вам больше скажу, даже эти 28 стихотворений, даже мне их казалось мало. Но я понимала, нужно уложиться во времени. А сейчас осталось 13. И, наверное, не только любовь, потому что у Мандельштама, например, есть актеры рабочие стихотворения. А, опять-таки любовь, актеры рабочие, да, это любовь к своей профессии, видите? Значит, все-таки это. И плюс еще, наверное, ну это уже чисто актерская история, когда ты понимаешь, где тебе можно развернуться как актрисе, как творцу, да, как режиссеру, в конце концов. Потому что изначально, если помню, все-таки было мое индивидуальное такое, да, представление, поэтическая такая программка была. Поэтому, конечно, мне очень хотелось еще и по-актерски отыграть красиво, хорошо, ну, красиво неправильное слово, точно. И так, чтобы людей задеть. Наверное, вот так я могу сказать. То есть и любовь, и еще актерские какие-то мотивации. Вот так будет правильно. Да. Моноспектакль подразумевает смену образов. Да. Вы будете менять наряды, как это будет выглядеть? Да практически нет, за исключением каких-то легких шляпок. Там мужская и женская. Опять, видите, мужчина и женщина. Верхняя одежда – это пальто и накидка. Шарфики. И какие-то буквально детальки небольшие, а так практически. Это все нюансы, которые просто во время спектакля буду прямо снимать, надевать, переодеваться. И это не будет прямо переодеваться в полную силу, именно набросками, такими штрихами. То есть, простите, даже через игру, даже через режиссерскую идею, все равно у меня получаются штрихи. Вот как изначально я говорила о том, что это в виде штрихов, так же и здесь. Переодеваюсь в штрихах. И вот это, наверное, потому что, вы знаете, мне кажется, этот моноспектакль, он касается, он всего лишь прикасается к вот этой эпохе Серебряного века. Потому что если бы делать прямо эпоху Серебряного века в полной мере, то, мне кажется, нужно было бы просто взять какую-то пьесу того времени и именно ее уже тогда поставить. А здесь мы просто касаемся. И надо не забывать, я людям рассказываю небольшие истории, а значит, я чуть-чуть выхожу к ним как актриса, уже как человек, да, и просто рассказываю, с ними делюсь, какие глазки им заглядываю, в конце концов. То есть есть такой живой Диалог, он момент. должен быть со зрителем. Да, Он да. очень важен. Да. На самом деле моноспектакль, он требует внутренней силы, концентрации. Как вы, готовясь, проводя репетиции, вот подходите к этому творческому испытанию? Ох, вот буквально вчера у меня случилось то, чего я меньше всего ожидала, несмотря на то, что я уже недели 2 репетирую, повторяю, все прекрасно. Вчера наступил тот момент, а это уже оттуда. Есть вещи, которые не всегда даже связаны с твоим внутренним состоянием. Вообще забыла все на свете, выхожу и не понимаю, как... Но я взяла перерыв в 2 дня, потому что отдыхать нужно. Иногда человеку нужно отдохнуть. И я знаю прекрасно, что все будет хорошо, а отдых, он немножечко меня сейчас подтянет, успокоит. Но, признаюсь честно, утром просыпаюсь в 5 утра без будильника, просто лежу и повторяю весь спектакль от и до, вплоть даже до песен. Тихо про себя, монотонно, вот, пока все вроде бы хорошо. А вот что касается выйти на сцену, ох, вы знаете, есть интересный такой момент перед каждым спектаклем по-своему. То есть вот, например, спектакль «Скамейка», там есть другая подготовка перед выходом на сцену. Там я другие слова себе говорю. Но когда я вот перед моноспектаклем вот этим выходила, я всегда говорила: Господи, милые мои поэты, будьте сегодня со мной, и все будет хорошо. Вот как будто благословение у них просто прошу. Ой, я сейчас вам рассказываю такие закулисные вещи, которые вот на самом деле мне всегда было страшно говорить, но на самом деле это так. Я у них просто прошу благословения, и вот они со мной. Вот, Помогает? Вот там я. Да, Вы как видимо, чувствуете? помогает. Видимо, помогает, потому что у меня был такой момент однажды, когда я выходила на сцену, и я понимала, что я не помню первую строчку, а с него начинается спектакль, и у меня паника внутренняя. Ну, конечно, никто не замечает, а у меня внутренняя паника. И у меня как будто вот сверху раз, и оно вот пришло. Я говорю: спасибо. Потом я уже после спектакля говорю: спасибо, спасибо, спасибо.
Бальмонт как раз был. Да, Какую эмоцию, какое чувство вы бы хотели, чтобы зритель унес, уходя с вашего спектакля? Я хочу, чтобы они прожили все вместе со мной. Это для меня будет самое дорогое. То есть, чтобы не было, каждого зацепило вот стихотворение, история, песня. И чтобы люди вышли и сказали: сегодня я отдохнул. Или я сегодня устал, потому что это был такой перебор эмоций, и это правильно. Но только не усталость, не дай бог, от того, что, боже, как это скучно. Вот это, наверное, самое страшное для любого актера в любом спектакле. Поэтому я очень надеюсь, что всем будет хорошо и комфортно. Можно сказать, что ваша авторская работа, ну, этот моноспектакль, это все-таки ваша исповедь через судьбу поэтов? Да, абсолютно. И там есть стихи, которые отражают мое внутреннее состояние. Но вы знаете, когда я делала вот эту подборку, у меня тогда я жила в режиме одиночества, в режиме грусти, печали. И я тогда больше грустила, что ли, в этом спектакле. Я даже свою песню пела достаточно грустно. Но сейчас, когда я счастливый человек, у меня моя любимая работа, у меня все хорошо в жизни моей, я с другим отношением пою, но там есть действительно подложенное все равно мое внутреннее отношение. Просто уже в другом состоянии, скажем так. А тогда... Насколько ваше состояние, ваши чувства, ваши эмоции влияют на то, как вы исполните роль? И влияет ли? Вы знаете, у меня были пару раз такие моменты, когда меня выбивали из колеи во время репетиции. Это было до фестиваля. И я прямо расстраивалась. Я думаю, да что ж происходит-то? Ну, потому что этот спектакль отнимает очень много эмоций, и мне иногда сложно, да, когда ты уже находишься в этом состоянии, в эмоциональном, и еще сверху кто-то что-то там делает, или говорит, или не делает. И ты понимаешь, что, боже мой, как же я теперь соберусь? Но я тогда нашла один маленький приемчик для себя, я не буду его говорить, это мой личный. Но я нашла этот приемчик, и я теперь знаю, что нет, меня ничего не должно касаться. Даже если там, не дай бог, что-то будет за пределами театра, меня это не касается, я иду и делаю свою работу качественно, правильно, а главное по-живому. Вот это самое важное для меня, проживать все. А вообще, знаете, я вам честно скажу, когда ты проживаешь, и даже если, может быть, изначально, это в любом так спектакле, если даже ты с первых 3-5 минут не вошел в режим вот, своего героя, но потом ты вскочил, живо вскочил, да, не играешь, в принципе, дальше все идет хорошо. И даже если ты слова забываешь, оно уже становится легче. Поэтому нет, наверное, все-таки вряд ли кто-то меня или что-то меня выбьет из колеи. Но если только, не дай бог, микрофон сломается, и то, я думаю, найду выход из положения. Спектакль будет говорить о любви. Что для вас лично значит выражение «жить в любви»? Это в первую очередь быть благосклонным к другим людям. Потому что если ты не умеешь быть благосклонным к другим, то значит ты не можешь отдать вот ту частичку себя, а мы все находимся во взаимодействии. А для меня любить – это значит учиться, в первую очередь, самому, быть человечным, быть добродетельным, быть умным, чутким, но, наверное, даже не умным, мудрым, чутким и только потом умным. Вот мудрость я все-таки на первое место поставлю. Потому что добродетель, мудрость – это основа любви. Все остальное – это уже наносное или это уже у каждого свое. Вот, но для меня любовь, она именно такая.
Но точно не сюси-пуси, который сейчас, к сожалению, везде пропагандируется. Это очень узко, это очень быстро, и это не любовь. Любовь – это глубже, шире, мягче и без обратной связи. Вот что мне самое главное кажется. Это не ждать любви от других, но самому ее отдавать. Вот через добродетель, мудрость и чуткость. Вот. Да. Спасибо. Вы в Гагаузском национальном театре относительно недавно, Да. стали работать. И я знаю, что Михаил Гагауз, руководитель театра, Да. он вас, такой алмазик в наш театр из Приднестровского театра пригласил, переманил, не знаю, как правильно сказать. И тем не менее, сегодня являетесь художественным руководителем в театре. Если немножечко расскажете о себе из вашей автобиографии. Вы уроженка Молдовы. Да, я родилась в Хинчештах. Но я не жила практически здесь, за исключением тех 4 лет, что я училась в Тираспольском театре у Аронецкой Надежды Степановны, где мы, собственно говоря, с Димой Ахмадиевым, режиссером Тираспольского театра, и проучились, и получили образование, и, собственно говоря, вот пока что до сих пор дружим, общаемся, помогаем друг другу. В Тираспольском театре я не служила. То есть мы, когда с Михаилом Георгиевичем познакомились, просто так получилось, что у меня спектакль был 8 октября, а у них 7. И вот это как бы история нас познакомила, и таким образом меня пригласили потом в Гагаузию, я познакомилась уже с коллективом здесь. Вот. Так вот, если вернемся к моей автобиографии. Да, родилась в Молдове, училась в Тирасполе, но у меня родители военные, боже мой, я жила много лет в Латвии. То есть школу я там начала и там же закончила. Нет, закончила я здесь уже последние 3 месяца в Приднестровье. Это вот как раз когда я поступила тогда. Потому что, если все помните, 90-е годы Латвия отделилась от Советского Союза. У меня не было возможности там учиться, у меня родители военные, нам запрещено было там учиться. Поэтому вынуждена была куда-то ехать. Я приехала в Тирасполь, спасибо Тирасполю, который меня приютил. И он же дал мне образование на самом деле. А вообще я пробовала в Кишиневскую консерваторию в тот год и прошла прекрасно прослушивание, но оказался румынский язык. Я готова была даже его выучить на тот период времени. Вот. Но я поняла, что за 3 месяца девочки, которая из Латвии приехала, молдавскую речь в принципе не воспринимает, потому что, несмотря на то, что, еще раз повторюсь, родилась здесь, вот эти набеги к бабушке летом на недельку это мало для того, чтобы вкусить и ощутить молдавскую культуру. Хотя очень интересный факт, когда я приехала жить в Гагаузию и стала слушать радио иногда молдавское или какие-то там телевидения, вы знаете, я обратила внимание, детство, какие-то знакомые такие заставки. А когда я услышала... смотрела я концерт у нас в ДК, в Чедерлунге, и у меня как будто бы вот все поднялось, я поняла, что это мне знакомо, это такое все близкое. Значит, все-таки что-то оно в детстве остается, да. Вот. Потом из Латвии то есть когда я уже здесь закончила, не из Латвии, когда я здесь закончила Тираспольский университет, я уехала к родителям в Россию, потому что, опять-таки, родители военные, там прожила, там родила детей, у меня 2 прекрасные девочки-близняшки. Вот. И, что ж, вы знаете, наверное, наступает такой период времени, когда дети вырастают, им уже по 25, и, наверное, когда ты уже понимаешь, что ты можешь оставить их, они уже могут жить свою жизнь в этом большом городе. И, наверное, все-таки Москва – город для молодежи. Мне уже больше хочется птичек, цветочков, радости какой-то. Мне уже хочется заниматься своей профессией. Москва все-таки немножко истощает. Я вам честно скажу, я по кастингу в Москве не бегала. Меня приглашали, и для меня это очень ценно. Наверное, можно было бы остаться и продолжать бегать по кастингам, но мне Господь Бог, и в лице и также Михаила Георгиевича, и Михаила Дмитриевича, предыдущего директора театра, который, спасибо ему, они меня совместно пригласили в этот театр послужить. На самом деле они мне дали больше. Они мне дали возможность руководить коллективом, поделиться знаниями, а еще и набрать новых, а это тоже ответственно. И вы знаете, мне кажется, я сейчас живу свою лучшую жизнь, потому что в моем возрасте уже так здорово быть кому-то важным и нужным, а мы буквально об этом говорили с вами перед интервью, и это правда так, потому что я вообще эгоистка. Я не люблю делиться знаниями.
но вот там, он говорит, должна. И я очень рада, что сейчас девочки, которые со мной репетируют, которые вкушают вот все, что я могу, мне, видимо, да, наверное, что-то могу. Я очень к себе критично отношусь, честно скажу. Но я рада, что они понимают, и когда приезжает Коев, режиссер спектакля «8 женщин», который мы сейчас ставим, и он мне говорит, я тебе всецело доверяю, для меня это самая высшая похвала. Вот оно и есть счастье, понимаете? Дети в порядке, все в порядке, работа в порядке, в семье в порядке, ну, все замечательно. Наталья, планы на будущее, есть какие-то замыслы, проекты, которые вы планируете реализовать? Лично я или в театре? В театре. В театре. В театре «8 женщин». Наша сейчас премьера готовится вовсю. Мы еще с июля месяца были у нас читки, мы занимались долго. Потом сейчас вот мы с девочками как-то обрастаем мясом, если так можно сказать. Обращиваем мясо своих героинь. Девочки просто работают практически каждый божий день. Если учесть, что у нас еще 2 девочки новые добавились, которые тоже молоденькие, я их параллели и учу, и они с нами репетируют. Это вот первое. Потом у нас есть еще спектакли, есть гагаузских 2 спектакля, но я не очень не знаю, я вообще не знаю гагаузский, если честно, поэтому я не буду их произносить, это лучше Михаила Георгиевича спросить, он лучше может объяснить. И плюс я очень хочу, надеюсь на это, что к Новому году, дай бог, чтобы все получилось. У меня есть мечта сделать сказку «Питер Пен» Новый год с детками. У нас же есть 2 коллектива в Чедерлунге, прямо с детками. Пусть это будет один показ, один спектакль. Возможно, мы его больше не покажем, но я хочу немножко, чтобы детей подхватить, вовлечь в нашу вот эту атмосферу. Не как кружок, а именно как полноценная актерская и режиссерская работа. Да? Там, скорее всего, Дениса Бабурина я привлеку. Есть также пока планы поставить по сказкам Пушкина спектакль. Он и на гагаузском, и на русском будет. «Питер Пен» тоже я хочу, если получится, на гагаузском, потому что детки, я не знаю, насколько они владеют языком. А вот пушкинские сказки можно поставить, потому что это и классика. И мало того, есть переводы Пушкина на гагаузском. А для меня, несмотря на то, что я русскоязычный человек, для меня все-таки приоритет в нашем театре гагаузский театр, должен быть гагаузский язык. Это основа. Понятно, мы работаем и на русском, надо будет и на молдавском мы поработаем, но гагаузский – это основа наша. Поэтому первая премьера, вот, например, «8 женщин», она у нас будет сначала на гагаузском, и только к Новому году уже на русском мы выпустим. Вот, это такие вот планы на ближайшее время. А так у меня планов очень много. Вам успехов. Спасибо большое. В ваших проектах, в ваших начинаниях. Ну и, конечно, у вас есть сейчас очень хорошая возможность обратиться к зрителю, пригласить на вашу авторскую работу, на ваш моноспектакль. Пожалуйста. Спасибо большое, дорогие мои. Не хочу вас называть ни зрителем, ни друзьями, просто дорогие мои. Придите ко мне, пожалуйста, 25 октября в 17 часов в ДК Камрата на моноспектакль. Позвольте мне вас окунуть в удивительный, чарующий мир поэзии того времени. Позвольте вас окунуть в потрясающую эмоциональную атмосферу и проживите со мной другие эмоции, потому что жизнь, она немножечко рутинная, а я хочу, чтобы вы расслабились, получили удовольствие и ушли счастливые и довольные и в любви. Это самое главное. С любовью к вам, Наталья Паллади. Наталья, вам желаю благодарных зрителей, Спасибо большое. Большую аудиторию. Спасибо. А у вас, конечно же, получится показать шикарную премьеру в Камрате ГЭР. Все равно боюсь. Все равно всегда боюсь. Ну, это свойственно каждому человеку. Ведущий тоже каждый раз, когда выходит к аудитории, каждый раз волнуется. Абсолютно. Вам удачи. Благодарю вас. Ну, а я бы хотела напомнить нашим телезрителям, что вместе с нами этим добрым утром была актриса, художественный руководитель Гагаузского национального театра имени Дениса Танасоглу Наталья Паллади.